Первый детский татарский телеканал «Шаян ТВ», а вместе с ним и наш национальный холдинг взял новую профессиональную высоту. В копилке моих юных коллег уже были победы в федеральных конкурсах. Телеканал «Лауреат» республиканской премии имени Мусы Джалиля. Еще одно фантастическое событие случилось на этой неделе. Мы смело его можем назвать событием года для медиахолдинга ТНВ. Наша любимая, именитая хоккейная команда «Ак Барс» предложила юным журналистам «Шаян ТВ» полноценное сотрудничество. Это говорит о настоящем признании профессионализма телеканала «Шаян ТВ», его популярности у теле- и интернет-аудитории. Итак, 13 февраля наши юные коллеги комментировали перипетии хоккейной ледовой баталии «Ак Барс Нефтехимик» на «Шаян-матче». Дети были ведущими шоу-программ между игровыми периодами и давали свою независимую экспертную оценку. Быть на острие постоянно меняющейся ситуации, одновременно правильно освещать ход матча для телевизионных болельщиков в течение 60 минут очень сложно. Наши профессиональные теледетки блестяще комментировали матч на русском языке, доказав в очередной раз всем злым языкам и противникам изучение двух государственных языков в Татарстане, что билингвальность – это тренд, это успешность, это конкурентоспособность в нашем мире. Поколение, которое наш телеканал «Шаян ТВ» воспитывает в национальном духе, прекрасно владеет 2-3 языками. Я уверен, именно так и именно там формируется наша новая татарская интеллигенция. А исполнение гимнов России и Татарстана под сводами Татнефть-арены от детей «Шаян ТВ» растрогало даже скромного на похвалу Зинатуллу Белелединова, который поблагодарил всех юных артистов после матчевой пресс-конференции. Главный тренер «Ак Барса» пожал руки юным ведущим, сказав, что хорошо поработали. Болельщик «Ак Барса» и поклонник телеканала Ленар Валиулов. Подробнее о «Шаян-матче». «Шаян ТВ» — это первый детский телеканал на татарском языке, где дети реализовывают себя как профессиональные телевизионщики. И этот профессионализм они ярко продемонстрировали на «Шаян-матче». Не каждый взрослый телеканал всего за несколько дней смог бы взять такую высоту. Но дети на то и дети, чтобы дерзать и побеждать. Комментаторы, эксперты, ведущие на игровом льду — все это в прямом эфире на самом настоящем хоккейном матче. Хоккейный клуб «Ак Барс» отдал пульт управления шаяновцам, и они справились на все 100%. Ребята успокоились, собрались, впереди ответственное мероприятие. Все вы знаете, что вам надо делать. Мы смотрим хоккей, как играет Ак Барс Нефтехимиков. Кошелев тоже классно играет. Да у нас, а кто плохо у нас играет? У нас все здорово играют, да. Конечно. Бүгін Шаян ТВ-ның юбилейі, аларга 5 ел. Сегодня мы должны забыть то недоразумение и сконцентрироваться на сегодняшнем сопернике. Сегодня ждем яркую игру, красивые голы. В качестве много эмоций. Такого эксперимента решили провести «Шаян-матч». Некоторые клубы КХЛ уже делали детские матчи. Мы надеемся, что наш матч будет круче, со своей спецификой. У нас очень талантливые дети. Ак Барс и «Шаян» дружат уже давно, но хоккейный матч с детским телевзглядом прошел впервые. И это можно смело назвать новым этапом в сотрудничестве двух известных в республике и далеко за ее пределами татарских брендов. Хоккейный клуб «Ак Барс» — это наш победитель, бренд нашей республики. И наш телеканал «Шаян ТВ» превратился в бренд Татарстана. Мы рады, что эти два коллектива сегодня на такой большой арене организовали такое мероприятие. Надеемся, что и в будущем мы будем вместе, ведь наш телеканал на республиканском и на всероссийском уровне тоже победитель многочисленных конкурсов не первый год. И наша совместная работа принесет нам мировую известность. Талант и безграничная энергия шаяновцев в фойе Ледового дворца Татнефть-арены привлекали болельщиков не менее, чем сама игра. Для гостей матча разные активности и интерактивы. Со сцены свои песни исполняли победители детского музыкального конкурса «Селен» на «Шаян ТВ».
Татарская детская рок-группа «Лайки» задала, похоже, тот самый победный тон матчу. Торжественная часть Шаян-матча также была возложена на детский телеканал. Государственные гимны исполнили дети, ансамбль «Баттер и Гитлярь». Такого под сводами Татнефть-арены еще не было. Гимн в исполнении шаяновцев высоко оценил и главный тренер команды «Акбарс» Зинтул Абильдинов. Его пресс-конференцию, кстати, вел еще один юный телеведущий Анвар Хайрдинов. Знали о том, что вы будете участвовать, и нам было это очень приятно. И мне очень тронуло то, что вот, когда гимн пели, мне это очень понравилось. Вот. И вообще, я думаю, что вы должны чаще к нам приходить. Заряжающая игра, так что мы должны продолжать в таком направлении. Асель Салякова и Ислам Хабибуллин, самый юный дуэт талантливых звезд телеканала, совместно со взрослыми коллегами вели отдельную программу в перерывах для телевизионных болельщиков «Акбарс-шоу». Можно сказать, Акбарс чемпион! Побеждает только он! Карим Галиев и Зайнаб Хуснуллина работали у ледовой площадки в коротких флеш-интервью с игроками. Амелия Нигматуллина и Джамиль Хабибрахманов зажигали на танцполе ледовой арены, не давая скучать болельщикам во время перерывов. Тут же в фойе с корреспондентом Шаян ТВ Ильзией Назиповой своими впечатлениями делились болельщики обеих хоккейных команд. Только сказал, что зашли в зону, тут же гол! А вот Аязу Аглиуллину было, наверное, чуть сложнее. Он на протяжении 60 игровых минут был в прямом эфире в роли комментатора. Самое сложное в этой работе – в режиме реального времени оценивать и описывать весь, казалось бы, на первый взгляд, игровой хаос на льду. Но Аяз справился и в следующий раз обещал добавить что-то новое. В совместном проекте «Акбарса» и Шаян ТВ приняла участие и дочь именитого игрока казахской команды Вадима Шипачева Полина. Она в этот день была ведущей социальных сетей команды. Только оцените эту россыпь звезд на небосклоне будущего Татарстана, будущей татарской интеллигенции. За 5 лет телеканал, начинавшийся с молодежных и детских программ и рубрик, воспитал уже плеяду талантливых людей. Шаян – это уже больше, чем телеканал, это настоящий образовательный кластер. Депутат Госсовета Республики Альбина Насырова благодарна школе телевидения, которая дала ей много полезного. Поэтому всей душой поддерживает Шаян и понимает, будущее татарской нации воспитывается здесь. И не удивлена, что канал справился с такой сложной и новой задачей в мире профессионального спорта. Мы сотрудничаем, поддерживаем отношения с Шаян ТВ. Сейчас уже у меня свои дети, свои ученики тоже являются учениками Шаян ТВ и школы телевидения, чему я очень рада и горжусь. И, конечно, когда я вижу такие проекты, где дети сами мотивированы, инициативны, это, конечно же, радует. И я абсолютно уверена, что в будущем эти дети, которых мы сейчас видим на канале Шаян ТВ, они обязательно достигнут успехов. У настоящих профессионалов медиасферы, несмотря на столь юный возраст, на первом хоккейном матче получилось все. И побороть свой страх, и получить новые компетенции. И, возможно, они тоже внесли свой вклад в убедительную победу Акбарса, ставшего после Шаян-матча участником плей-офф. Ленар Валиулов, Булат Абдульманов. 7 дней.